Одна из тренировок главы республики со спортсменами СОБРа «Терек» обернулась травмой для главы региона. Выйдя на ринг против Изнаура Мусаева, Рамзан Кадыров повредил ребро. Причем понял это уже после того, как закончилась тренировка. После этого глава республики направился в городскую клиническую больницу номер 4, врачи которой провели обследование пациента. Вечером 4 числа в 4-ю городскую больницу города Грозного обратился глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров. Было проведено рентгенологическое обследование грудной клетки, выявлен перелом 4-го ребра по срединно-подмышечной линии и место прикрепления грудной клетки. Травма спортивная получена при занятии спортом, именно при боксировании. Накануне глава республики рассказал журналистам каналов «Россия-1» и Life News о полученной травме. Рамзан Кадыров подчеркнул, что хотя врачи предписывали ему постельный режим, он не стал отлеживаться. Прокомментировал глава региона и состояние своих спарринг-партнеров. Во время бокса, когда я почувствовал боль, я не знал, что мне сломали ребро. После того, как зашел, начал болеть, и дышать было очень трудно. И потом я позвал врача, и говорит, надо сделать снимки. И, оказывается, в 2 местах была трещина, или как они говорят. И на самом деле неприятная боль, но я в данный момент чувствую себя хорошо. Я только одну тренировку пропустил. На следующий день меня заставили ходить на дорожке больше 100 минут. У нас в тот день были, так скажем, хорошие спарринг-партнеры, мои воспитанники, я их знаю с 11 лет. Когда им было еще 11 лет, в 2001 году мы познакомились с ними, они боксировали, и мы их воспитывали, они чемпионы Европы, Кубка Европы, России, хорошие боксеры. Сейчас они выступают за наш клуб «Ахмат». Они готовятся в бою, я предложил быть спарринг-партнером. Оказывается, они больше, чем я ожидал, набрали опыт и быстроту, и мощь ударов. И я в результате получил такую, приятную травму. Мы не раз получали, 3 раза пальцы поломали, запястье зимой и нога. Это у нас так бывает, так скажем. Спортивные травмы, приятные травмы бывают. Я сейчас чувствую себя нормально, отлично. Дышать, правда, тяжело чуть-чуть. И спать не получается. Но я думаю, что пару дней я буду в строю и дальше буду продолжать тренироваться в полном объеме. Я травму получил от Изнаура. Изнаур у нас очень хороший боец. Он сотрудник группы «Терек» СКФО. Он чувствует себя отлично. После раундов, несколько проведенных, он держал в голове лед, не знаю почему. А так у нас хорошие были спарринги. На ринге бывает и травмы бывают. Это травмы приятные. Каждый мечтает, чтобы получить спортивную, так скажем, боль, чтобы на следующий день болели мышцы и чуть-чуть голова. Это значит, ты хорошо потренировался. А сколько раундов было в этом бою? У нас мы только начали боксировать, так скажем, несколько недель мы пропустили. Мы кардио и футбол играли. Мы только начали 11 раундов после того, как мы поработали на лапах. Я после того, как получил травму, еще провел 5 раундов. Я не знал, что такое. Что-то горело, что-то болело, не мог поднять руку правую. Я думаю, что это такое. А после боя, как ты остыл, так скажем, тогда почувствовал в полном объеме, в полном мере, какую боль и что на самом деле произошло. А так, когда ты боксировал, когда ты горячий еще, так особо не чувствовал сам. А вам врачи, которые смотрели, они не предложили больничные? Они говорили, что нельзя двигаться, нельзя поднимать руку, нельзя шевелиться, лежа, отдыхать, спокойствие. Это врачи. Что они должны говорить, они сказали. А так, ребро это ребро. То есть, будешь спать или будешь ходить, одинаково заживается. И у нас времени не бывает на это. А зачем вам это? И палец 3 раза, и запястье, и ребро, и нога, эти травмы и так далее, постоянно. Я на улице вырос, всю жизнь защищал сам себя, и поэтому самоуверенность в том, что что ты можешь на самом деле и какие у тебя возможности, каждый мужчина должен знать. И спорт – это
нам, так скажем, дает более широкое пространство возможностей быть уверенным и уверен чувствовать в этой жизни. Поэтому я хочу быть в форме, и я не хочу за меня кто-то там, знаешь, говорил или там участвовал где-то. Я сам хочу, если я сам всегда себя защищал. И последний вопрос. А с Изнауром вы снова на ринг выйдете? Конечно, Изнаур это мой любимый, там, знаешь, боец. Я его, ради Аллаха, уважаю, люблю. И если не Балу, это Арбин Мадаев, если не Изнаур, то спарринг-партнеры не такие бывают. Они специалисты, они, зная друг друга, мы дружим еще, так скажем, с детства. И они хорошо, знаешь, дают нам почувствовать, что такое удар. Поэтому, конечно, обязательно выйдем в ринг и покажем красивые бои. Значит, вы сказали, что он офицер полиции, а его командир не наказал? Нет, конечно. В спорте, если ты вышел на ринг, офицер ты или там глава, то ты есть это спарринг-партнер. Поэтому если рубка, то должна быть рубка. Если чисто на технику, там, на быстроту, на технику там, должен работать. И абсолютно такого не может быть.